Все места под куполом амфитеатра заполнены до отказа. Любителей живой музыки оказалось больше, чем кресел, поэтому часть зрителей наслаждается выступлением артистов стоя. Царящая тут атмосфера праздника и дух патриотизма вдохновляет не только взрослых, но и детей. Ведь день рождения родной республики – это праздник общий и личный для каждого. Сегодня мы исполняем групповую песню с девочками и с нашими мальчиками. Песня называется «Ингушетия». И от всей души хочется поздравить нашу республику с 26-летием, пожелать ей всего самого хорошего, мира. Для жителей выступают танцевальные ансамбли «Магаз», «Ингушетия», известные исполнители Алаудин Исмурзиев, Осман Имагожев. В этот праздничный день не только ингушские артисты радуют зрителей, но и звезды российской эстрады. Сегодня звание заслуженной артистки республики Ингушетия получила певица Сагдиана. Спасибо огромное, Юрий Андреевич, вам и всему ингушскому народу. Для меня это огромная честь и ответственность. Спасибо большое, я на самом деле очень тронута и буду с гордостью нести это звание. И, конечно же, дарить вам свое творчество. Спасибо вам большое. 26 лет – совсем небольшой возраст для региона. Однако за это время Ингушетия сумела добиться хороших показателей в социальном и экономическом плане. Только за последние 10 лет в нашем субъекте была проведена колоссальная работа, напрямую повлиявшая на уровень жизни граждан республики. Эти перемены, безусловно, в лучшую сторону. Созданы необходимые условия для привлечения инвестиций в строительную отрасль и развития целой сети социально значимых объектов. Это не могут не отметить жители. Практически эта республика, она была как бы образована с чистого листа, и за эти 26 лет сделано так много, что даже радуется глаз, когда мы видим каждый раз вот те вот изменения, которые происходят на наших глазах. И это ощущается каждый день. Даже приходится замечать, допустим, месяц-два месяца будучи здесь, я возвращаюсь в республику и замечаю изменения, которые происходят. И хочется поздравить народ Ингушетии, всех жителей нашей республики с этим праздником. Поздравить с Днем Республики и с Днем государственного флага Республики Ингушетия. Здесь много гостей, которые приехали познакомиться с красотами Ингушетии. Праздничный концерт стал приятным дополнением к путешествию для многих туристов. Ваши бородовые башни. Это было потрясающее зрелище, которое просто произвело такое впечатление, что родились такие строки. Грозовых перевалов утесы, ленты горных военных дорог. Здесь молчат виноваты березы. Не настал для прощения срок. На пульсации вен горных речек, на раздолье холмистых высот Ингушетия словно предтеча безграничных кавказских высот. Поддержать и поздравить народ со значимым событием приехали и представители федеральных органов власти. С поздравительным адресом председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко выступает депутат Государственной Думы Билан Хамчиев. В ходе своего становления республика прошла непростой путь, но даже в годы суровых испытаний жители республики неизменно вносили весомый вклад в укрепление материального, культурного и духовного потенциала страны, защищали ее независимость и территориальную целостность. Сегодня Республика Ингушетия – один из лидеров по росту индекса промышленного производства на Северном Кавказе. Здесь создаются новые рабочие места, проводится комплексная подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным для республики направлениям. Органами государственной власти уделяется большое внимание совершенствованию сфер здравоохранения, образования и культуры. Перед собравшимися выступили и первые лица республики. С полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, посещая мемориал памяти и славы, когда смотрели на фамилии многих людей, и наших земляков, и тех, которые делали все, чтобы помочь нашим депутатам, помочь нашим общественникам, которые решили в Москве обговорить все вопросы о том, что Ингушетии быть. И среди них такие же великие люди, как патриарх Алексий II, как академик Лихачев. Они тоже именно ходили к Борису Николаевичу Ельцину именно по нашему вопросу. Конечно, благодарим всех, кто стоял. Я не хочу фамилии перечислять, потому что всех я не назову, и невозможно назвать все фамилии. Мы за последние 5 лет построили столько
социальных, экономически важных для нас объектов, которые не были построены за все время советской власти и уже новой истории Российской Федерации. Ну а далее праздничную эстафету на сцене подхватили своими выступлениями яркие артисты. Амина Бокова, Хамзат Халухаев, Новости 24.